Далее предлагаем обзор экономических, мировых, спортивных и других новостей. И для начала озвучим актуальный курс валют. Итак, по информации Центробанка России, за сутки доллар и евро немного уступили позиции. Доллар США остановился на отметке 91 рубль и 75 копеек. Евро стоит сегодня 102 рубля и 91 копейку. Покупает сегодня американскую и европейскую валюту по лучшей цене. Банк Открытия. Доллар за 100 рублей ровно, евро за 115 рублей ровно. Самый выгодный курс продажи доллара и евро сегодня в Совкомбанке. Доллар продают за 88 рублей и 70 копеек, евро за 101 рубль ровно. Правительство выделит триллион рублей на покупку акций российских компаний в условиях западных санкций. Это следует из распоряжения, подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным. Указано, что для выполнения распоряжения финансовое ведомство вправе привлекать госкорпорацию ВЭБ-РФ и специализированные финорганизации. Кроме того, Мишустин сообщил, что в правительстве подготовили проект указа президента о временном запрете иностранным инвесторам выходить из активов в России на фоне политического давления Запада на бизнес. Как пояснил премьер, власти рассчитывают, что те, кто вложился в Россию, смогут работать здесь и дальше, и в итоге выиграют. Apple тем временем остановила продажи своей продукции и ограничила работу сервисов в России. В компании сообщили, что приложения RT News и Sputnik News больше недоступны для скачивания из App Store за пределами страны. Также отключили в Apple Maps демонстрацию трафика и информирование о происшествиях в качестве меры безопасности для украинских граждан, говорится в заявлении. На официальном сайте Apple в России на всех товарах в графе «Доставка» указано «Настоящее время недоступно». Между тем, второй раунд переговоров с участием России и Украины может пройти сегодня, 2 марта. Напомню, представители Киева и Москвы встретились 28 февраля в Гомельской области Белоруссии. После переговоров обе стороны заявили о неких точках соприкосновения, которые можно обсуждать. В Нерюнгри начали сбор гуманитарной помощи жителям Донбасса. На базе штаба волонтеров в рамках акции «Мы вместе» работает пункт приема предметов первой необходимости для вынужденных переселенцев. С руководителем штаба встретилась Ирина Кичигина. Она с нами на прямой связи. Ира, приветствую. Передаю тебе слово. Здравствуй, Сергей. Вчера на комиссии по чрезвычайным ситуациям глава района обсудил с участниками, где, на каких условиях и в каком количестве готов район разместить прибывших из Донецкой и Луганской народных республик, а также вопросы, касающиеся поддержки и оказания медицинской, гуманитарной и другой помощи. Мы провели опрос среди жителей города, и оказалось, что нерюнгринцы также готовы поддержать беженцев. Алексей Наумов, руководитель штаба волонтеров, рассказал о том, какая работа уже ведется в этом направлении. Только объявили о том, что беженцы выходят на территорию Российской Федерации, мы практически сразу подключились в рамках акции «Мы вместе» и ведем сбор помощи. Как таковых критериев нет, мы принимаем хорошую добротную одежду, обувь, мужскую, женскую, детскую, детские принадлежности, памперсы, крема хорошего срока годности. Если кто-то захочет принести продукты питания, не скоропорт. То есть это консервы, это крупы, это может быть сахар и так далее. Потому что в этом году, когда мы отрабатывали летом по BSQL, люди приносили практически все. И тогда мы собрали, отправили в BSQL где-то порядка 10 кубических метров помощи. То есть там было практически все. Сейчас у нас на складе собрано порядка 4 кубов. И вот здесь, в зале, у нас тоже порядка, наверное, 2 кубов вещей, которые мы сейчас тоже сортируем, смотрим. Сейчас мы ждем информацию непосредственно от республики. Как только поступит запрос, мы будем формировать этот груз и отправлять железнодорожным транспортом. С нами можно связаться непосредственно здесь, по месту расположения штаба волонтеров Нерюнгринского района. Это здание медицинского колледжа, улица Темтонская, 1А, в помещении бывшего магазина «Калина».
Вот. Мы работаем, принимаем помощь практически ежедневно, кроме воскресенья. Среда, пятница – это в основном только по заявке. Иногда мы делаем, когда есть у нас транспорт, мы делаем выезды, собираем по адресам, если большой объем помощи. Если это понедельник, вторник, четверг и суббота – это с 3 до 6 вечера. Пока будут нуждаться люди, пока будет необходимость в помощи, даже если это не будет организовано непосредственно в городе Нерюнгри, это может быть организовано в любом городе Республики Саха-Якутия, поэтому там, куда потребуется, туда мы будем высылать. Конечно, нерюнгринцы, как и другие граждане нашей страны, не остаются равнодушными и с пониманием относятся к беде, которая коснулась граждан Донецкой и Луганской республик. Сергей? Ира, спасибо. Наш корреспондент Ирина Кичигина рассказала о сборе гуманитарной помощи для жителей республик Донбасса. Гуманитарную помощь получат малоимущие алданцы и граждане, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Продукты переданы Координационным советом ветеранов боевых действий при главе республики. Продолжит Татьяна Вахнина. Мука, макароны, сахар. В штабе юнармии второй день кипит работа. Ребятам предстоит подготовить порядка 140 продуктовых наборов. Гуманитарная помощь предназначена малоимущим гражданам и людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Эти продукты предоставил Координационный совет города Якутска боевого братства. Вот получается второй день работаем. Вчера было вообще самый такой пик. В продукты входят мука, рис, сахар и, по-моему, макароны. То есть по минимуму, чем смогли. Рис, макароны и сахар распределены. На очереди несколько мешков муки. На фасовке продуктов малочисленными группами работают бойцы юнармии, представители алданского казачества и студенты. К слову, сноровки и аккуратности ребятам не занимать. Огромное спасибо студентам техникума. Они отозвались, пришли на помощь, юноармейцы, казаки. В общем, формируем. Осталось теперь еще самое трудное – доставить до адресата. Но я думаю, мы с этим справимся, ребята нам помогут. После того, как продуктовые наборы будут собраны, школьники и студенты доставят их адресатам. Соответствующие списки сформированы Управлением социальной защиты населения. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Алдан. На сегодня по всей стране есть проблемы с предоставлением земли многодетным. Спрос на участки, на которых можно вести индивидуальное жилищное строительство, значительно превышает предложение. Такая картина и в Якутии. По этой причине граждане, у которых есть право на землю на бесплатной основе, прежде всего семьи с 3 и более детьми, вынуждены ожидать своей очереди годами. О том, как эта проблема решается, расскажем далее. Земельный участок находится вот здесь. 30 на 40, 12 соток. И здесь мы планируем построить сначала забор, а потом баню, а потом дом для нашей старшего сына. Житель Оленька, отец многодетной семьи Алексей Караваев, показывает свой земельный участок, который выдали только после нескольких лет бумажной волокиты и обращения в различные инстанции. У Алексея и Анны уже и дети выросли. Однако участок как нельзя кстати. Семья ведь растет. В 2018 году мы подали заявление на выделение земельного участка. В этот же год весной нам пришел отказ, и нам пришлось обратиться в прокуратуру района. Только обращение в прокуратуру, которая в свою очередь подала иск в суд, возымело силу. 20 семей Оленёкского района получили долгожданные участки. Прокуратурой района проведена проверка соблюдения земельного законодательства органами местного самоуправления. По результатам проверки установлено, что длительный период времени уполномоченным органам не принимались решения о предоставлении многодетным семьям земельных участков. По результатам принятых мер реагирования органам местного самоуправления вынесли решение о предоставлении земельных участков 20 многодетным семьям. В республике в очереди на получение бесплатного земельного участка состоит порядка 15 тысяч семей. И почти во всех районах очередь движется медленно. И дело не только в нерасторопности муниципалитетов, земель свободных мало, а для того, чтобы предоставить их, еще и нужно провести инфраструктуру – свет, газ, дороги. Самая сложная практика сложилась именно с обязанием выделить земельный участок. Сейчас, если посмотреть судебную практику, последние 2 года, то, к сожалению, она достаточно отрицательная. То есть, получается, муниципальное образование не просто нужно найти какую-то территорию, земельные участки, кусок земли, но еще и обеспечить там, получается, электроэнергию, газификацию.
А вы сами понимаете, что это уже сложно. Поэтому, конечно, в этом случае практика обращения в прокуратуру, да, как орган, который потом отправляет этот материал для доследования, для проверки в другие органы, это очень неплохая практика. Очень... Самая большая очередь для получения земли в Якутске – 7500 семей. Многодетные ждут распределения более 2000 участков, обещанных в прошлом году по Вилюйскому и Намцирскому трактам, которые должны были быть переданы из Федерального лесного фонда. Но даже и их выделение не решит полностью проблему. В парламенте республики депутаты ставят вопрос об увеличении суммы из бюджета на обустройство инфраструктуры земельных участков. Выделяемых сейчас 140 миллионов рублей в год хватит лишь на инфраструктуру менее 1000 участков. Такими темпами на выполнение государством обязательства перед многодетными понадобится несколько лет. Поэтому сейчас властями рассматриваются различные варианты решения проблемы, в том числе и возврат уже к действовавшему в 2017 году механизму денежной компенсации вместо земельного участка. На днях глава Якутии Айсен Николаев во время прямого эфира в соцсетях сообщил, что уже дал поручение правительству до 1 июня проработать этот вопрос. Но каков будет размер компенсации и порядок получения, пока неизвестны. В Ленске дегазифицируют частные дома по федеральной программе. При районной администрации создан специальный штаб, курирующий реализацию проекта. Бесплатно подвезти газ можно до границ земельного участка. Всего в Ленске подлежат газификации 1121 дом. В этом году изъявили желание перейти на газовое отопление 129 семей. Подробности у Анны Кожевниковой. Социальная газификация стартовала в Ленске. Жители частного сектора могут бесплатно подвести газ к границам своих жилых домов. А работники бюджетной сферы имеют возможность воспользоваться дополнительной мерой поддержки от районной администрации, которая курирует реализацию этой федеральной программы. Согласно инвентаризации, которую предварительно проводила компания «Сахатранснефтегаз», в Ленске 1121 частный дом. Сотрудники районной администрации также в феврале провели обход всех жилых домовладений с целью инвентаризации и информирования ленчан о программе социальной дегазификации. Заявки можно подать через сайт «Сахатранснефтегаза», портал госуслуги и офис «Мои документы». На монтаж внутреннего газопровода и установку котла определены сроки до года. После подписания договора с Саханефтегазбытом абонент обязан будет купить оборудование в домовладении своем, то есть это газовый котел, датчики, счетчики самостоятельно. Расчет оборудования варьируется в пределах суммы 150-200 тысяч в зависимости от квадратуры. В Ленске уже 311 объектов подключены к газу, и, как утверждают большинство, преимуществ у этого вида отопления больше, чем у альтернативных – электрического и центрального, учитывая то, что и тепло, и электросети в частном секторе перегружены, и отключение электроэнергии в холодные месяцы явление для ленчан регулярное. Семья Иванских пользуется газовым отоплением недавно, с ноября 2021 года, но результат уже радует. Для себя по теплу скажу так, что газ лучше, потому что он более стабильный. Электричество я не почувствовал на себе, потому что 220 вольт не приходило на котел. То есть дома у всех большие, улица загружена. Февраль прошлого года, морозы минус 60, 28 тысяч только за отопление заплатил. Ну и плюс свет там еще 1005. В эти морозы я заплатил 9 тысяч за отопление и 6 тысяч за свет. Пока Андрей Иванский не может дать точную оценку финансовой выгоды, так как есть недочеты по установке датчика. Он обмерзает, но подачей тепла доволен. Котел мощностью 34 киловатта отапливает 300 квадратных метров. Андрею подключение газа обошлось почти в 500 000. Но и эта сумма быстро окупаема, как делятся опытом соседи. На 2022 год в Ленске уже принято 129 заявок на подключение к газовому отоплению. И после схода снега ресурсоснабжающая организация приступит к строительству газовых сетей. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. В Якутске начал работу 15-й съезд женщин республики. Первый съезд был проведен в далеком 1925 году, также в марте. Заглянем в историю и узнаем, какое положение в то время было у женщин Якутии и какие изменения произошли с установлением советской власти. Здравствуйте. Исторический парк продолжает рубрику, посвященную столетию ЯССР. И наша сегодняшняя тема – социализация женщин.
Из истории известно, что в Якутии женщины не имели таких прав, как мы сегодня понимаем в современном обществе. Женщинам были ограничены условия получения образования, а также женщины не имели права голосовать. Придя к власти, большевики стали проводить социализацию женщин, уравнение в правах с мужским населением. В 1925 году был проведен первый всеякутский съезд женщин, где были озвучены основные реформы, семейные законы, был озвучен возрастной ценз выхода замуж девушек, была отменена выплата Колыма, женщины стали широко получать образование. В предвоенный период получилась достаточно большая прослойка интеллигентов и женщин. Женщины получили такие профессии, как врачи, работники культуры, учителя. Очень много женщин влилось в работу в промышленности. Известна первая трактористка из якутских женщин Александра Попова из Нюрбинского района, которая была единственной женщиной на первых курсах трактористов. Женщины с 30-х годов активно продвигали свою власть. В общественных работах они широко работали. Известна Софья Сидорова, жительница города Якутска. В 34 года стала председателем Президиума Верховного Совета ЯССР. Женское бизнес-сообщество – реальная движущая сила малого и среднего предпринимательства. Так называется стратегическая сессия, которая начала работу в рамках 15-го съезда женщин Якутии Дальневосточного женского форума. Мероприятие посвящено столетию автономии республики. На площадке работает прекрасная половина бизнес-сферы, в том числе из Москвы, Липецка и других городов и регионов. С каждым годом увеличивается не только число женщин-предпринимателей, но и развивается вид их занятий. Так, как говорят делегаты съезда, в женском бизнесе отмечается недостаток образования. Еще один волнующий момент – это вопрос микрокредитования. В частности, трудности встречают начинающие женщины-предприниматели. Банки, они охотно дают деньги бизнесам развитым, тем, у которых и так есть свои деньги. То есть, когда есть обеспечение залоговое, когда есть хорошие обороты, понятные банку, то вот компаниям уже выросшим и стабильно вставшим на ноги, им проще получить кредиты. А вот молодому бизнесу кредит получить очень сложно, и это действительно вторая проблема бизнеса. Ну и вот третья проблема бизнеса на сегодняшний момент – это все, что связано с политической ситуацией в мире и в нашей стране. Это, конечно, действительно проблема, которую совместно нужно каким-то образом решать. В течение 3 дней активистки на 13 площадках будут обсуждать важные темы – от защиты материнства и отцовства до сельского хозяйства. В этом году съезд проходит в основном в онлайн-формате, что позволяет присоединить большее количество участников. Моя коллега Мадина Халикова знает подробности обсуждений на этих площадках. Она сейчас присоединяется к эфиру. Мадина, здравствуй. Что тебе уже удалось узнать? Сергей, добрый день. Да, мы сейчас находимся на площадках форума женщин, женского съезда, 15-го съезда. Он проводится раз в 5 лет, но перерыв между последним 14-м форумом и 15-м составил 6 лет, потому что в прошлом году не удалось его провести из-за пандемии, но в этом году, подключив онлайн-площадки, смогли к нему присоединиться, конечно, все. И сейчас со мной находятся рядом участники этого форума, участники съезда женщин. И первый, с кем мне хотелось поговорить, это Василина Сонги. Здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, что вы представляете? Я знаю, что ваша площадка – это площадка народной дипломатии. Очень актуальная сегодня тема.
Да, я хочу уточнить, скорее всего, наверное, это общественная дипломатия, потому что наши представители – это люди, живущие в Якутии. И вы знаете, что по национальному брендингу первыми на первом месте всегда стоят люди, живущие в нашем регионе. Якутяне, они, знаете, очень такие позитивные, любят мир, любят показывать миру всему, все, что они умеют, поэтому все наши проекты, они связаны с этим. Мы выезжаем в разные страны, в разные города, показываем нашу культуру, наши традиции, наши обряды, как мы их сохранили с 17-18 века, начиная вот по 21 век. И вы знаете, вот традиции есть у каждого народа. И где-то они могут объединять, да, а где-то они просто вызывают интерес. И этот интерес, это, наверное, то связующее между всеми народами, которые живут в разных странах. Люди интересуются нашей культурой, и мы любим их за то, что они с нами дружат, общаются. А вот сегодня подключается очень много участников из не только нашего региона, но и соседних регионов. Расскажите, какая цель преследуется на этой площадке? Но мы сегодня говорим о том, что работа с соотечественниками, особенно вот в такое время, да, это очень важно, потому что якутяне ведь живут везде, по всему миру, в разных странах. Если на первое мероприятие было из 10 стран и буквально из пару городов России, да, приезжали к нам в Сербию, то на сегодняшний день это уже масштабы, но на уровне континентов. Мы объединяем примерно 500 человек как минимум. Это как минимум. Поэтому, ну, вы понимаете, есть о чем поговорить, да, о дружбе, о культуре, о мире, о песнях, о танцах, о нашем хамусе, о наших ювелирных изделиях, которые украшают женщин, да, ну, обо всем, о нашей национальной идее, о камысе, ну, обо всем, что является брендом Якутии. Во-первых, это положительный имидж нашей республики, и, во-вторых, естественно, многонациональная Россия – это положительный имидж России. Спасибо большое. Но я хочу сказать, что здесь действительно очень много людей в национальных костюмах, исполняются национальные песни. То есть все пропитано культурой нашей республики. Но и о том, какие цели и задачи всего форума, я хочу поговорить с заместителем председателя Общественной палаты нашей республики. Лена Ефремова, здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, Лена Павловна, какие задачи преследует этот форум и что вы здесь представляете? Вообще работа форума, вернее, работа и в том числе съезда женского, заключается в консолидации женских сил на благо развития нашего будущего, то есть на благо развития наших детей. И сегодня на площадке народной дипломатии представлены различные проекты, которые исходят непосредственно от самих общественных инициатив, от НКО, от тех положительных практик, которые существуют у нас в регионе, с участием непосредственно регионов нашей страны и в том числе зарубежных стран. Я на данном форуме представляю проект НКО «Будущая Россия». Это проект Екатерины Полозовой. Она является кавалером ордена за заслуги перед Итальянской Республикой. И этот проект реализован на протяжении многих лет, и он продолжает свое существование, направленный на духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения. И суть проекта заключается в том, что дети являются теми послами добра, и они как бы несут идеи добра, надежды, веры. И в проекте многие годы участвовали ведущие деятели культуры, искусства, политики, которые непосредственно общались с детьми, а дети передавали им свои чаяния, надежды для того, чтобы наша страна процветала. Лена Павловна, но здесь сегодня очень много собралось женщин, да, как форум женский. Расскажите, у нас все-таки год в республике, год матери. И есть ли уже какие-то инициативы, которые исходят именно по этому поводу? Действительно, в связи с объявлением Года матери, вообще широкая общественность, в том числе женское сообщество, с большим воодушевлением восприняли идею объявления Года матери нашим главой Асием Сергеевичем Николаевым.
И у нас в республике принят план, посвященный Году матери. И в течение года запланирована реализация многих и многих мероприятий. Ну, я, например, являюсь руководителем сиротского учреждения Центра помощи «Берегиня». И мы с большой радостью восприняли новость о том, что в республике будет построено новое здание Центра помощи семье и детям, которое будет направлено именно на профилактику социального сиротства, на работу с семьями и детьми. Я думаю, что это самая важная составляющая. И отрадно, что глава нашей республики уделяет первостепенное внимание этому вопросу. Ну и год для республики юбилейный, столетие Якутской ССР. Как женское сообщество и вообще общественная палата нашей республики будет праздновать и какую программу уже подготовили? Может быть, в рамках этого съезда будет тоже обсуждение? Действительно, в связи со столетием ЯССР запланирована масса мероприятий. В том числе это выездные мероприятия, которые пройдут на площадке Общественной палаты Российской Федерации. Я, являюсь членом Общественной палаты Российской Федерации, конечно же, способствует тому, чтобы транслировать тот положительный опыт, который существует у нас в республике, выносит на обсуждение те вопросы, которые необходимо решить на уровне нашей страны. И вот буквально скоро мы, например, выезжаем из нашей делегации для проведения очередного такого круглого стола, который касается непосредственно детей с ограниченными возможностями здоровья и так далее. То есть планов действительно очень много. Это очень здорово. Спасибо большое. Желаем вам удачно провести сегодняшний круглый стол. И надеемся, что все чаяния будут исполнены. Ну а я хочу напомнить, что в течение 3 дней будут проводиться круглые столы и разные мероприятия. А 4 марта состоится большой круглый стол, и большая делегация подпишет резолюцию по поводу проведенных мероприятий. На этом у меня пока вся информация. Подробности будут в следующих выпусках новостей. Сергей. Мадина, спасибо. Это была Мадина Халикова с информацией о 15-м съезде женщин. В Амге провели первую выборную конференцию Совета отцов района. Наступивший год в районе объявлен годом отца, главная цель которого – укрепление института семьи и повышение значимости отцовства. На конференции поделились своим опытом Советы отцов Самарсунского, Эмисского и Маингинского наслега. Участники также внесли свои предложения, избрали и утвердили председателя и членов Совета отцов. Также обсудили проект положения улусного конкурса «Лучший совет отцов» по итогам 2022 года. В течение года будут проводиться мероприятия, и в конце этого наш глава объявил вручить организации именно отцов наслега МТЗ-82 трактора. Это будет как приз. Ну и, естественно, главная цель – это воспитание наших мальчиков, нашего подрастающего поколения. Проверить свои силы в IT-технологиях, получить новый опыт напрямую от резидентов фонда Сколково и не только. И, конечно, совершить новые открытия. Все это стартап-тур, который пройдет в нашей республике 25 марта. О мероприятии и его участниках узнавала наша коллега Надежда Саханская. На протяжении уже более 10 лет фонд Сколково проводит стартап-тур – мероприятие, направленное на поиски лучших технологических решений и популяризацию инноваций в регионах России. Только у нас в республике передовое мероприятие состоится вот уже в 4-й раз. Программа бесплатна абсолютно для всех участников и включает в себя 5 основных частей – конференции, конкурс, образовательные и менторские блоки и онлайн-выставку. Неоценимый опыт выступления перед самыми опытными менторами, которые придут из Сколково, получат отзыв о своем проекте, получат, скажем так, напутственные слова, что нужно там исправить, может быть, что-то подкрутить в их проекте. Услышат актуальность проекта, возможно, какие-то там замечания, пожелания, а также поучаствуют в конкурсе, где можно выиграть 300 тысяч рублей. Конкурс – хороший способ завести полезные профессиональные связи. Работы участников оценят ведущие представители инновационного бизнеса, инвесторы и предприниматели, то есть потенциальные потребители и спонсоры стартапов. Стоит отметить, что в 2019 году участие в стартап-туре принимал и Петр Лукачевский, резидент республиканского IT-парка. В этом году он также принимает участие и верит в свой проект. Мы планируем компанию нашу вторую, FreePlast, это незамерзающий
омоложающая резина, ее закинуть и на участие, и, соответственно, посмотреть, что из этого выйдет. Потому что это, в первую очередь, дает очень хорошую обратную связь со стороны экспертов и менторов, как говорится. Стартап-тур в Якутске пройдет при поддержке правительства республики. Заявку на бесплатное участие можно оставить на сайте startup-tour.ru. Напомним, что мероприятие состоится 25 марта. Надежда Саханская, Артем Алексеев, Якутск. Деловая игра среди школьников «Басхан» прошла в Амгинском районе. Ее посвятили Году отца в Улусе. В мероприятии приняли участие 9 юношей из школ района. Авторы данной интеллектуальной игры – жители Верхневилюйского Улуса, села Харбалах, Евдокия Семенова и Саргалана Ильина. Участники соревновались в 5 этапах. Это приветствие и рассказ о своей родословной, об известных людях, зачитали стихотворение на свободную тему, а также интеллектуальная викторина и деловая игра. Победителем игры стал ученик 9 класса Амгинского лицея Артем Марков. Он будет защищать честь района на республиканском этапе «Басхан-2022». Дети очень интересные, мне очень понравилось, что мальчики участвуют в таких в интеллектуальных конкурсах, где требуется больше ораторского мастерства, где больше ребенок проявляет смекалку. Традиционно для мужчин же конкурсы бывают в основном на физическую подготовку, на такие более спортивного характера, да? А у нас в этом году проходит именно интеллектуальный конкурс. Далее к эпидобстановке. Еще 1023 человека заразились коронавирусом в Якутии за минувшие сутки. Из них в Якутске 215, сообщает Оперштаб. В Алданском районе 108 заболевших, в Мегино-Кангаласском 89, в Мирнинском 61, в Нерюнгринском 55 случаев. Еще в 22 районах от 1 до 46 заражений. Важно не только лечение, но и восстановление после ковида. Кто чаще всего нуждается в реабилитации и что включает в себя так называемая программа долечивания? Наш корреспондент Ульяна Шагина находится в одном из таких центров. Ульяна, приветствую. Много ли якутян нуждается в реабилитации после перенесенной болезни? Сергей, приветствую тебя. Начну, наверное, с цифр. Скажу, что с начала пандемии медицинскую спортивную реабилитацию уже провели порядка 2500 якутян. Скажу, что такие реабилитационные центры находятся в 4 находятся в городе Якутске, 1 центр находится в Нижнем Бестяхе. Мы сейчас находимся в одном из центров. Это медицинский центр реабилитации и спортивной медицины. Он находится в городе Якутске. И здесь как раз-таки восстанавливаются после ковида пациенты не только из города Якутска, но и с улусов республики. Сейчас мы находимся в зале лечебной физкультуры. Здесь с утра и до вечера пациенты, перенесшие ковид, восстанавливают свою дыхательную систему, занимаются физкультурой, а также можем смотреть здесь очень много различных интересных аппаратов. Один из них — это магнитотурботрон, это магнитное восстановление. Что это такое, нам сейчас расскажет врач. Физиотерапевт. Физиотерапевт. Расскажите, пожалуйста, что это за... Представьте вначале, пожалуйста. Крымская Ольга Гермогеновна, врач-физиотерапевт отделения медицинской реабилитации. В постковидном периоде в комплексной медицинской реабилитации используется аппарат магнитотурботрон в нашем лечебном учреждении. Это единственный аппарат в республике, и он используется у нас уже давно, но очень большую эффективность показал именно при лечении постковидных осложнений. Почему? Потому что после ковида остаются разные воспалительные процессы, как в суставах, так и в легких, и в сосудах. И снять этот воспалительный процесс помогает магнитотурботрон. Практически всем пациентам мы назначаем магнитотурботрон. Они у нас проходят процедуру где-то по 10-15 минут. И, конечно, в комплексной реабилитации он помогает и восстановить сатурацию,
и восстановить, значит, снять одышку. Вот. И поэтому такой вот у нас есть уникальный, хороший аппарат. И благодаря тому, что наш главный врач Кюна Николаевна, она сделала в свое время все, чтобы наше отделение было укомплектовано самой хорошей, самой современной аппаратурой и оборудованием для реабилитации. Ну вот в основном чем страдают те, кто перенес ковид? Легочные, наверное, заболевания, да? Ну, конечно, тяжело болеют в основном те пациенты, у которых есть какие-то комплексные заболевания, еще сопутствующие, заболевания сосудов, сердца, заболевания суставов, заболевания эндокринной системы. Да? Очень часто после коронавирусной инфекции, значит, особенно после тяжелого течения, бывает дебют этих заболеваний. Вот. И, конечно, вообще коронавирусная инфекция – это системная такая, как бы, поражение системное. И сейчас это как бы уже считается, что это не только поражение легких, но и в основном везде по всем системам организма, потому что сосуды у нас практически в каждом органе есть. Вот. Очень часто нервная система поражается. От этого и бывает даже и психологические какие-то нарушения. Хорошо, спасибо большое. Но я скажу, что в самом деле после ковида очень часто люди жалуются на психологические проблемы, на депрессии, на бессонницу. Для этого здесь в центре есть специальный клинический психолог, который как раз-таки занимается восстановлением психологической, психической части больных, перенесших COVID-19. Ну а мы пройдем дальше. Скажу, что здесь очень много таких вот современного оборудования для восстановления не только легких, да, но и суставов, потому что после ковида очень часто пациенты жалуются и на боли в пояснице, на суставах, поэтому специальные обученные врачи ЛФК здесь занимаются восстановлением пациентов. Ну а рядом со мной сейчас находится заведующий стационарной частью, потому что здесь не только занимаются физкультурой, но и там наверху еще и лечатся врачи, пациенты, которые переболели. Вот расскажите, пожалуйста, чем именно стационар занимается? Наш круглосуточный стационар открылся 23 ноября 2020 года на 30 коек. Мы проводим комплекс реабилитационных мероприятий больным, которые перенесли новую коронавирусную инфекцию. В основном к нам поступают люди 50 лет и старше, но это 70%, как показывает практика пациентов, потому что они тяжелее переносят эту инфекцию на фоне своих сопутствующих заболеваний. Да? Мы проводим комплекс реабилитационных мероприятий. Это значит физиотерапия, массаж с элементами перкуссии. Проводим очень много разных видов лечебной физической культуры с элементами цигун. Мы проводим, наши инструкторы ЛФК проводят нейрогимнастику, суставную гимнастику. У нас работают очень высоко профессиональные специалисты. Наш штат укомплектован врачам-реабилитологам, физиотерапевтам, врачами ЛФК. У нас есть 5 массажистов, 3 инструктора ЛФК. Ну и как бы полное восстановление, полный комплекс, да? Да, стараемся. Клинический психолог у нас даже есть. Спасибо большое. Но я скажу, что до эфира прямого мы разговаривали и с пациентами, в том числе они говорят, что восстановление после занятий здесь в центре происходит очень быстро. То есть те, у кого была одышка, она в течение недели уже уменьшается. Людям легче становится подниматься по лестнице, делать какие-то физические нагрузки. И, конечно же, все мы знаем, уже не секрет, что такое понятие, как постковидный синдром, он существует, и игнорировать симптомы, перенесенные после ковида, которые появились после ковида, их не стоит. Так что в обязательном порядке люди должны проходить реабилитацию, и как физическую, так и психологическую, чтобы быть здоровым и активным. Сергей, у меня на этом все. Передаю слово коллегам. Уля, спасибо. Это была Ульяна Шагина с информацией о реабилитации после ковида, но мы переходим к другим темам.
Комплекс компании «Калужский цветочный холдинг» по выращиванию более 100 сортов роз, гербер и хризантем работает в Калужской области. Инвестиции в проект составили более 2,5 миллиардов рублей, создано почти 260 рабочих мест. На данный момент комплекс состоит из 5 современных теплиц общей площадью 27 гектаров. Также цветы планируется выращивать и в открытом грунте. 15 гектаров у нас роза, 2 гектара гербер, где мы сейчас находимся, 3 гектара хризантема и 5 гектар подсезонной культуры. То есть это вот сейчас сезон тюльпаны, весной у нас появляются однолетники и рассада овощная, а лето и осень это горшечные цветы разных видов, пансетии, горшечные лилии, полный ассортимент горшечной продукции. Кошки культурных учреждений. Почти в 20 культурных учреждениях Санкт-Петербурга живут и работают кошки. С помощью республики кошек и котов животные находят не только дом в культурных учреждениях, но и помогают в сохранении коллекций. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Петровский предложил привлечь внимание города к бездомным животным. Театр эстрады имени Аркадия Райкина откликнулся на эту инициативу. Так у них появился кот Яша. Он был бездомным, его нашли в районе Петербурга в жилом. Он прибился, видимо, к какому-то такому месту, где его могли прикармливать. И вот так вот он попал, насколько я понимаю, в республику кошек и котов. Оттуда, к счастью, к нам. Он настоящий талисман. Мы рады, что он стал даже таким символом нашего театра и вообще детского направления. Тем самым всех привлекаем обратить внимание на таких животных, что они могут быть, не могут быть, они и есть потрясающие, и они нуждаются так сильно в ласке, и это видно по нашему Яше. Петербург долгие годы демонстрирует пример гуманного отношения к животным. В 2006 году была принята концепция гуманного отношения к животным и создан общественный совет по этим вопросам. В 2018 году в городе приняли декларацию обращения с животными. Серафима воспитывалась в подвалах Эрмитажа. У нее есть опыт музейной работы. Она даже вызвалась на эту должность, когда сотрудники музея проводили осмотр предполагаемых кандидатур. Вице-губернатор подчеркнул, что в прошлом году премия «Перепись служебных котов в учреждениях культуры «Котокультурная столица» приняла общероссийский размах и собрала более 5000 участников со всей страны. 6 лет она живет в капелле, в концертном отделе, помогает нам охранять наше учреждение от мышек. Петербургская писательница написала книжку об Анжелине. Анжелина стала участником многих детских и школьных проектов капеллы, музыкальных проектов капеллы. Она стоит у нас на довольствии, получает питание, так что она полноценный сотрудник капеллы. Сейчас в культурной столице страны создана карта котокультурных мест Петербурга, благодаря которой любой желающий сможет устроить себе занимательный кошачий тур. В Иркутске той-терьеры воспитывают обезьянку, от которой отказалась мать. Живут они в зоогалерее. Маленький примат ведет себя, как его друзья, собаки. Лакает воду и хватает вещи зубами. И только-только учится пользоваться руками. Сотрудники Иркутской зоогалереи не первый раз воспитывают и держат у себя приматов. Так, в начале этого года состоялось долгожданное пополнение. Обезьянка Алиса родила первенца. Но вскоре работники начали наблюдать неладное. Примерно в месячном возрасте мы заметили, что ребенок начал как-то беспокоиться. Он начал больше плакать, он начал меньше спать, он начал вести себя как-то беспокойно, она начала нервничать. И мы, конечно, контроль усилили, и слава богу, потому что иначе могли момент упустить, когда мать его просто
просто задушила. Она его задушила от слова совсем. То есть мы его отобрали у нее в виде уже практически тельца. То есть он был без дыхания, без сердечного ритма, но это произошло довольно быстро, поэтому мы смогли его реанимировать. Когда работники зоогалереи обнаружили бездыханное тельце обезьянки, то незамедлительно ему оказали реанимационные действия. Далее решили, что детеныша будут пока держать отдельно от матери. Она не заметила даже, что ребенок был, и мы даже писали в соцсетях, а был ли мальчик, потому что Алиса вела себя совершенно спокойно. А вот у мальчика у нашего начались проблемы, потому что после кислородного голодания такого длительного у него развилась эпилепсия. То есть на фоне вот этого всего возник очаг судорожной готовности, и приступы у нас были прям страшные. Мы прям реально боялись за его жизнь. Врач наш прописал лечение, постоянно под контролем, круглосуточно, 24/7 он на руках или где-то рядом. Сегодня, как сообщила директор зоогалереи, обезьянку лечат под наблюдением врача, и он находится под круглосуточным контролем. Неожиданно малыш подружился с той-терьерами, с которыми ест из одной миски, играет и перенимает их повадки. Нормальных взаимоотношений с обезьянами у него вряд ли получится построить. Он даже сейчас он считает себя больше собачкой, чем обезьяна. И он как собачка носит игрушки в зубах, он как собачка лакает воду. Он не пьет как человек, как примат из кружки. Он лакает. Ну, может быть, со временем изменится, потому что вот сейчас руками, допустим, он начал пользоваться. Пока малыш не окрепнет, коллектив Иркутской зоогалереи решили пока оставить все как есть. То есть малыш пока будет проживать отдельно от своей мамы. Ведь это будет во благо не только ему, но и сотрудникам зоогалереи. Незрячая девочка из Петербурга устраивает концерты во дворе. Девочка исполняет не только песни на русском, но и зарубежную классику. Незрячая юная жительница Санкт-Петербурга Полина Шведова радует соседей во дворе своими вокальными способностями. Закаляйся, как сталь. Отлично. Просто умница, молодец. Очень хорошо. Девочка исполняет не только песни на русском, но и зарубежную классику. Поет же девочка почти постоянно в метро, на сапсерфе, коньках и роликах. И даже во дворе своего дома во время прогулок и занятий на свежем воздухе. Я пою на 18 языках. На русском, на иврите, на итальянском, на испанском, на молдавском. Отец также помогает развивать талант дочери. Он пишет стихи и песни, которые Полина соединяет с музыкой под своим авторством. Способности Полины родители заметили еще в детстве. По словам мамы девочки Елены Шведовой, первый педагог своими методами почти отбил желание развивать голос и игру на фортепиано. А почему на языках? Ну, заметили, что у нее языки ей легко даются. Вот, ну и попробовали сначала одну песню, потом другую песню. Ну и вот так вот пошло и на разных языках. Я от фортепиано отказалась, и меня трясло. Она отбила охоту, вспоминает Полина. Уже несколько сольных концертов у Полины было, Надежда Сергеевна ей организовала. И 2 из концертов назывались, как назывались, Полина? 2 цикла было каких концертов? Песни? Песни народов мира. Вот, где она пела на разных языках. Да, я вот пела на разных языках. И сейчас мы планируем. Сейчас девочка занимается с новым преподавателем. Мама певицы говорит, что дочке нравится ее увлечение, и они с учителем даже организуют сольные концерты. В планах у юной вокалистки и 3-й цикл выступлений под названием «Песни народов мира». Вот да, вчера мы вот были сейчас. на очередном занятии. Вчера мы были на очередном занятии, мы запланировали тоже песни народов мира. Продолжить. Третий цикл песни народов мира. Танцевать. Помимо пения, девочка любит заниматься спортом, кататься на коньках и стрелять из лука. Кофе «Мой друг» в Санкт-Петербурге воспитанников детдомов обучают на курсах бариста. Проблемой выпускников детских домов начал заниматься благотворительный кластер «Анна помогает». По этому проекту запустили курсы профессиональной подготовки.
Выпускники детских домов могут пройти курс бариста и получить первый опыт работы в благотворительной кофейне. По словам директора благотворительного кластера, проект начался как центр без конкретной направленности. Однако позже организаторам пришла идея заниматься проблемой выпускников детских домов в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области. Они запустили курсы профессиональной подготовки для ребят. Мы начали делать какие-то курсы. Сначала это был курс по визажу для девочек, после был курс по ногтевому сервису, курс по фотографии. И вот в июне 2021 года мы запустили учебную кофейню. У нас есть свой курс бариста, есть возможность для практики. И сейчас мы открываем еще одну кофейню на улице Большая Конюшня. По мнению Блаженко, подростки часто не могут определиться с будущей профессией, так как никогда не выходили на работу. В центре ребятам предлагают разные варианты обучения в той или иной сфере с возможностью дальнейшего трудоустройства. Курс бариста, он бесплатный абсолютно и достаточно современный, как нам кажется. Потому что мы стараемся работать с хорошими сортами кофе, с лучшими обжарками Санкт-Петербурга и так далее. И мы предлагаем пройти курс теоретический. Он длится целый месяц. После этого мы предлагаем пройти у нас практику вот здесь вот в Р-10. Практика оплачивается. И дальше вот мы хотим сделать еще одну кофейню, куда будем брать ребят на работу после практики. На курсе студенты изучают основы работы на баре и сфере сервиса, а также большую индустрию specialty кофе. Это поможет ребятам в карьерном росте. Одна из студенток курса Софья Стекаль поделилась, что для нее это не только обучение, а в том числе и возможность подружиться с другими воспитанниками детских домов и социальными работниками. Я сирота с 5 лет. У меня мама умерла от рака, когда мне было 5, а папа не стал, когда мне был год. Да, автокатастрофа. Мой соцработник Диана, она мой самый главный друг, потому что с ней я постоянно обсуждаю свои какие-то проблемы. Она меня подбадривает, помогает. Это очень важно, потому что, наверное, это проблема очень многих детей-сирот. Нам сложно найти общий язык с другими ребятами из наших каких-то особенностей, из замкнутостей психологических. Вот. А тут, когда человек тебе прям открыт, хочет с тобой поговорить, это очень важно. В дальнейшем Софья хочет продолжить работу бариста. Как отмечает девушка, ей приятно дарить радость людям. Мне нравится, что можно контактировать с людьми и как-то делать им приятно, доставлять удовольствие, потому что делать кофе – это же делать маленькую радость. На данный момент на попечении организации 39 человек. По словам директора, за полгода курс прошли 11 человек, а практику 7, двое из которых затем устроились на официальную работу. Алданский спортсмен Арсений Куликовский занял второе место в международном турнире Russian Open Kart Junior по карате Киокушинкай, прошедшем в Москве. Соревнования были очень напряженными. В поединках сошлись порядка 1800 сильнейших спортсменов из 18 стран. Турнир стал подготовкой к первенству мира, которое пройдет в ноябре. На международную арену вышли 7 алданцев. Но в категории у меня было всего лишь 12, а всего было 1700 участников, около 2000. И в зале Московский центр боевых искусств. Большой? Да, очень. 4 татами вмещало. Он провел 4 боя. Первый бой с Молдавией, парнем дрался, выиграл досрочно. Второй бой с монголом, он его выиграл на полпобеды на проценте в Азарии. И уже в финале самые сильные соперники это русские были. Вот уступил чемпиону в своей возрастной категории, который, в принципе, по России считается первым номером. А в Мархинской школе номер 2 появилась возможность испытать свои силы в скалолазании. В зале можно проводить тренировки на трудность и скорость. Занимаются 3 раза в неделю дети среднего и старшего звена. Сегодня нас будет инструктировать очень опытный человек, который является членом Федерации скалолазания Республики Саха-Якутия. Это Аарон Лис. Аарон также является преподавателем, здесь тренером. Да? В общем, это человек очень опытный. Он уже готов, поэтому давайте приступим. Аарон, здравствуйте. Здравствуйте. Аарон, расскажите, как давно вообще
стало развиваться скалолазание в республике и стояли ли вы у истоков? Ну, на самом деле нет, у истоков я не стоял, потому что скалолазание, как неофициальный такой вид спорта, довольно давно, еще с 80-х годов. Было. У нас на Иланке есть скальный полигон, там занимались скалолазанием еще наши деды, и Вот это уже было. У нас все скалодромы находятся в школах. Это хорошо. Это 2-я школа, 19-я школа, Международная арктическая школа и 24-я школа. Вот смотрите, дети, им только дай куда-нибудь залезть. У них это в крови. Но здесь должно быть все под контролем. А тут все безопасно. Мы берем энергию детей и направляем их в нужное русло. Вообще скалолазание для детей, конечно, просто поразительно полезно. Во-первых, на стене работают все группы мышц, абсолютно все. Вы постоянно крутите головой, постоянно меняете положение тела. Ноги работают, руки работают, координация, динамика, растяжка. Соответственно, физически это очень полезно для детей. Помимо этого, вам не надо просто так лезть, вы этого не сможете сделать. Надо думать, куда лезть и как расположить свое тело на скале. Дорогие друзья, то есть обратите внимание, все-таки это интеллектуальный вид спорта, Да, правильно? именно. Здесь работает мозг. Ну, действительно, стратегия же какая-то движения должна быть, да? Не хаотично. Зацепы. Они прикручиваются специальными болтами к скалодрому. Внутри скалодрома специальные мебельные бульдоги, их называют. Есть снаряжение, которое используется непосредственно в скалолазании. В данном случае в трудности. В трудности используется веревка сертифицированная. Чтобы привязываться к этой веревке безопасно, у нас используются специальные обвязки. В лазании нужны ноги, а не руки. Да? Да. У нас ноги сильнее, чем руки. Поэтому пользоваться надо ногами. А руки нам нужны только для баланса. Так, ну что, я пошла тогда? Да? Что мне уже больно, как будто бы. За эту тогда цепляюсь? Ой, Но мамочки! на самом деле Я неправильно иду. надо, да. Фу, жарко стало уже даже тут. Ну, пока я, возможно, поделюсь своими эмоциями. Действительно, это только с виду кажется, что это так легко. На самом деле очень сильно болят пальцы. Вот буквально несколько там захватов я схватила, и очень сильно болят пальцы. Несмотря на то, что поверхность шершавая такая, она не поддается вот той самой хватке. И сложно, очень сложно. И вот так у меня появились мои конкуренты. Итак, как зовут тебя? Артем и Катя. Артем и Катя будут соревноваться со мной, с тетей Дашей. Давай, и у нас есть секундант. На старт, внимание, марш, поехали. О. Вот так вот. 35 секунд, дорогие друзья. Честно говоря, ну, конечно, не гоже, наверное, соревноваться с детьми. Мне, тетеньки взрослые, да? Но спасибо большое. Одышка такая, тело болит. Ну что, вот на такой замечательной ноте я бы хотела, знаете что, небольшой опрос провести среди детей, но дайте мне немножко отдышаться. Скалодром это? Давай. Сила. Сила есть. Скалодром это? Утомление. Утомление. Скалодром это? Качалка. Качалка. Счастье. Счастье. Скалодром это? Ум. Ум. Молодец какой. Скалодром это? Развлечение. Развлечение. Скалодром это? Да, выносливость. Выносливость. Спорт. Спорт. Вот, пожалуйста, вот это итог нашего эфира сегодня. И мы испытали на себе все прелести скалолазания. И, как всегда, мы не перестаем говорить о том, что спорт все-таки это сила, поэтому занимайтесь спортом, приводите в такие аналогичные, замечательные спортивные секции своих детей и будьте здоровы. Меняем тему. В столичном доме народного творчества имени Кулаковского в преддверии Дня народного мастера в Якутии, его отметят 5 марта, открылась межрегиональная выставка народных мастеров Дальнего Востока и Сибири.
Это мероприятие открывает декаду, посвященную празднику. Подробнее о программе декады нам расскажет мой коллега Дмитрий Тымыров. Дима, здравствуй, я передаю тебе слово. Коллеги, здравствуйте. Ну, сейчас мы находимся на первом этаже Дома культуры народного творчества имени Алексея Алексеевича Кулаковского. Все 4 этажа этого здания сегодня, можно так сказать, превратились в площадки, где проходит выставка-ярмарка народных мастеров. Это проходит в рамках открытия сегодня выставки «Якутия мастеровая». За моей спиной здесь работают сегодня народные мастера Якутии. Их здесь несколько десятков. А минувшим днем здесь, если мы сейчас дальше будем проходить, здесь открылась выставка, межрегиональная выставка-ярмарка, которая называется «Народное искусство. Национальное достояние». Ну а пока мы идем в сторону галереи, я хочу вам рассказать о программе этого мероприятия. Мероприятие здесь будет проходить до конца этой недели, в рамках которого, начиная, получается, 5 марта, начиная от площади Карла Маркса до площади Ленина, будет проходить шествие народных костюмов. Также здесь завтра начинает свою работу научно-практическая конференция, посвященная этому мероприятию. Ну и здесь вы можете посмотреть, это здесь представили свои работы наши республиканские региональные мастера, а также здесь в основном работают и выставлены работы участников из других субъектов Дальнего Востока и Сибири. Всего представили свои работы более 10 народных мастеров из других субъектов страны. Ну а мы здесь хотим с вами познакомить с одним мастером. Это наш региональный мастер, который изготавливает такие вот оригинальные вещи. Это из металла, из необычных материалов. Нашего мастера зовут Тумен Хамаганов, и он нам расскажет вообще, как это делается и насколько этот вид искусства у нас сегодня развит в нашем субъекте. Здравствуйте. Я сам родом из Мегино-Кангласского улуса, сейчас живу в городе Якутске. Ну, это направление как бы называется малая пластика, да, вот. Ну, работы в основном из бронзы. И, ну, как бы в нашем регионе есть мастера, которые тоже занимаются, да, вот. Ну, я один из них. То есть, ну, не очень развито, да, можно сказать, но оно есть. И сейчас мы работаем как бы в основном вот выставка, да, вот, и едем по улусам, и дальше вот выставка в Москве. Ну, работы такие, ну, довольно-таки дорогие, потому что это бронза все-таки, да, вот. Вот образы вы откуда берете? Это вот наш Олонхо, эпос или что? Вот как создается у вас образ вот этих скульптур? Да, это хороший вопрос. Но у меня как бы основной принцип – это вот народ Саха, он как бы сам по природе очень богатый, внутренне богатый, да, вот. И вот эти образы приходят, ну, можно сказать, с окружающего мира, да, вот. Наша природа, она как бы, ну, очень суровая, да, вот. И люди видят мир особо по-другому. И этот внутренний мир, он как бы обогащается вот нашим краем. Ну, это мое видение, да, вот. И потихонечку, да, вот, осмысление этой жизни, ну, выходит как бы в виде этих изделий. Ну, допустим, это благословение Матери, Ялга. Ну, благодаря как бы вот нашим матерям, да, вот в этих суровых условиях, ну, есть жизнь, можно сказать. Ну, она как бы ярко выражена. И вот это вот видение я хотел вот в этой работе показать. Она держит хомус и как бы благословляет. Ну и дальше вот очищение. Ну все, спасибо. Ну а мы продолжаем нашу мини-экскурсию. Если далее двигаться, то здесь мы можем увидеть работу других субъектов. Это получается город Санкт-Петербург, Москва и другие субъекты Дальнего Востока. Ну а более подробно о значимости этого мероприятия и о научно-практической конференции нам расскажет руководитель Народного дома народного творчества «Семех». Здравствуйте, но расскажите о значимости этого события вот для вас и вообще для участников сегодняшней выставки. Ну, мы сегодня
открываем очень значительное масштабное мероприятие, которое будет иметь свое большое значение в развитии, в дальнейшем развитии народного прикладного искусства и художественных промыслов Республики Саха-Якутия и регионов Российской Федерации. Мы 2 года работали онлайн, и нам посчастливилось открыть, все мероприятия Дня народного мастера Республики Саха-Якутия. И завтра у нас откроется научно-практическая конференция «Традиции и современность в искусстве народно-художественных промыслов народов Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока», где примут участие наши гости из 11 регионов Российской Федерации, начиная с Чукотки до Таймыра, до Алтая. А смотрите, вообще итогом этой выставки что? Что вы этим хотите сказать народу? Мы сегодня открыли 2 выставки. Да? Это 12-й раз у нас проводится республиканская выставка-ярмарка «Якутия мастеровая», где участвует 33 улуса республики. Это очень большое достижение. К нам приехали еще наши северные улусы из Оленёкска, из Оленька, из Самообыйского улуса, Среднеколымские улусы. И, конечно, самое значительное, что мы добьемся, будет нашим достижением, это результаты совместной работы научно-практической конференции, где мы разработаем и примем резолюции по дальнейшему развитию коренных ремесел, народных промыслов народов Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока. Хорошо, спасибо. А я хочу вам сказать, что выставка-ярмарка здесь будет проходить в течение всей этой недели. Жители и гости столицы могут сюда прийти и воочию увидеть работу народных мастеров как региона, так и других субъектов Дальнего Востока и Сибири. На этом у меня все. Коллеги, передаю вам слово. Дима, спасибо. Будем ждать от тебя новых подробностей. Ледовые и снежные фигуры в виде якутских букв и слов в Хангаласском улусе соревновались ледовых и снежных дел мастера. Смотрите сюжет нашего корреспондента. Республиканский фестиваль ледовых и снежных скульптур 11-й год подряд проводит на своей территории этнотуркомплекс «Актем-парк». В последние годы с организацией тесно помогает Якутское художественное училище, направляя в качестве участников своих студентов и преподавателей. Из года в год тематика фестиваля меняется. Нынче его посвятили якутской письменности, буквам и звукам. Актуальная тема, потому что уже глобализация, наши дети уже на своем якутском языке уже забывается и поэтому среди молодежи популяризация с этой целью именно мы фестиваль тему посвятили этой теме нынче. В этом году участвовали 14 команд. 9 из них работали со снегом, 5 сооружали ледовые фигуры. Приехали мастера из ряда улусов, таких как Мегино-Кангаласский, Чурапчинский, Нюрбинский, Татинский, Усалданский, Кобяйский, Тампонский, а также из города Якутска. Были среди участников и начинающие мастера, и уже опытные. Кирилл Слепцов – студент-первокурсник Якутского художественного училища. Его специальность – ювелирное дело. Ледовыми фигурами он начал заниматься пару лет назад и продолжает наращивать свои навыки. В фестивале «Актем-парка» он участвует впервые. Его напарник Николай Алексеев из Нюрбы. Мы делаем фигуру, точнее буквы, вроде на якутском «ого», ребенок точнее. И поверх этих букв будет сам ребенок, который будет тянуться за что-то. А кто разрабатывал дизайн? Мой напарник. Когда-то таким же набивающим руку мастером был Василий Аргунов из Намского района. В первые годы проведения фестиваля он принимал участие вместе с отцом, будучи школьником. Сейчас Василий – учитель ИЗО и черчения и опытный ледовик. Среди участников, создающих снежные скульптуры, была замечена Сарглана Скрябина, художник-постановщик Сахафильма. Ее последнюю работу, фильм «Вертолет», сейчас крутят в кинотеатрах. Сарглана скромно, не привлекая внимания, вместе со своей напарницей Анной Савиной, преподавателем детской школы искусств из города Якутска, создавали из снега фигуру при помощи простых подручных инструментов.
При снежных, ну вот стамески, якутский нож, терка кухонная обычная, вот так, лопата. Процесс создания ледовых и снежных скульптур могли наблюдать случайные посетители этнотуркомплекса. Не, ну это вообще здорово. Каждая скульптура, она неповторима. Это же такой колоссальный труд человека, да, из глыбы льда сделать что-то такое вот, нечто универсальное, хрупкое, да. Это вообще вот я восхищаюсь этими людьми, которые там на морозе ваяют, творят. Желаем всем успеха. Пусть победит сильнейший. По итогам 2 дней фестиваля сильнейшей среди ледовых мастеров была признана команда «Золотые крылья». Это супружеская пара Валерий и Алена Стручковы. Им вручили 50 тысяч рублей. Среди снежных мастеров победителем была признана женская команда «Хотун», состоящая из Александры Неустроевой и Людмилы Федоровой. Их приз – 30 тысяч рублей. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. В завершении коротко о погоде в крупных городах Якутии. В Алдане сегодня облачно и минус 13. Небольшой снег. Ночью похолодает до минус 23. Порывы ветра от 3 до 7 метров в секунду. В Нерюнгри переменная облачность минус 12 градусов. Временами идет снег. Ближайшей ночью температура воздуха составит минус 28. Сильный ветер до 11 метров в секунду. В Ленске облачно, минус 10, небольшой снег. Ночью температура воздуха опустится до минус 12 градусов. Ветер до 7 метров в секунду. В Мирном тоже снегопад и переменная облачность, минус 13 градусов. Ночью немного похолодает до минус 15. Атмосферное давление 719 миллиметров ртутного столба. Ветер от 3 до 7 метров в секунду. И в столице республики сегодня днем минус 17. Кратковременный снег. В Якутске ближайшей ночью столбики термометров опустятся до минус 31. Ветер слабый до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. К этому часу это все новости. Спасибо, что провели это время вместе с нами. Всего доброго и до свидания.